Çeynere kündü görətçülər, bilgin görüyorun, gürdükü sünür öğrenetçilerin doğruların. Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» романытын бұғытардан көрдіріқтірі онус А-класс коллективе. Салаячы Ирина Виктория Анатольевна. Июля, чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки. На улице жара стояла страшная, к тому же была толкотня, всюду звезд, колеса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, с каждому прикусу. Все это разом неприятно пришло, и такое же расстроение нервов. Очень приятно. Приятно так дыши. Садитесь. Здорово. Мой товарищ, Родионов Роман Шашкович. Во-первых, наслышан и познакомиться пожелал. Во-вторых, есть для тебя мало людей. Дело в том, что Кире произошло ужасное состояние сестры. Я оставил заклад. Вещи не такие, стоит всего 5 рублей. Но они мне особенно дороги остались. И, признаюсь, я их узнал, то очень испугался. Ваши вещи никоим образом не могли пропасть. Я их давно ожидаю. Что? Ожидал? Да ты разве знал, что и он там закладывал? Ваши обе вещи, кольцо и часы, были завернуты в квадратную бумажку, а на бумажке ваше имя, только обозначено карандашом. Ровно число месяца, когда она вас получила. И, собственно, все закончили, что неизвестны. Единственные, кто не явились. И я не совсем был здоров. Я об этом слышал. Слышал даже, что вы были чем-то очень расстроены. И сейчас вы Не совсем здоров, Эвана сморозил, до вчерашнего дня чуть не без памяти принял. Ну, веришь в Пальфину? Сам едва не назад. Здорово. Верьте. Почему вы сами с ним говорите? Ну не сумасшедший ли был ты у чиновника? Все свои последние деньги на похороны вдове отдал. Ну, захотел помочь, дай 15, дай 20. Да хоть все 3 Сылковых себе оставь, а то все 25 так я люблю. А может, ты где клапаешь? Ты не знаешь? Вчера я расщедрился. Извините меня, Петр Петрович, что такие пустяка я беспокоил. Помилуйте, напротив, напротив. Если бы вы знали, как я интересую. Впрочем, меня заинтересовала ваша статья о преступлении, как-то недалеко, в законном основании. И мне удалось записать ее в периодической статье за месяц назад. Моя статья в периодической встрече действительно писал полгода назад. Помилуйте, да вы делитесь, можете спросить. Как у вас интересный характер. Люди так серьезно. Что ж, таких вещей себе не знаете. Браво, Родька, я тоже не знал. Вы откуда узнали, что статья моя, она буквой подписана? Я, помнится, рассматривал психологическое состояние преступника во время буквы преступления. Да, раз вы настаиваете, что акт преступления всегда сопровождается болезнью. Это очень оригинально. Но меня не это не заинтересовало в вашей статье, а некоторые мысли, выпущенные в конце нее. Одним словом, если вы помните, то в конце статьи исходит некий намек, что в мире есть такие люди, которые они могут сотворять любые бесчинства и преступления, будут для них закон не писан. Воскрешение Лазаря тоже делаете? Верую. Да вы что оба, шутите что ли? Родя, ну, брат,
если это действительно серьезно, это разрешение крови по совести, это, по-моему, страшнее, чем бы разрешение крови проливать законно. Тут нет ни позволения, ни запрещения. Вы страдаете для жертвы. Страдание и боль обязательно для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. Да быть того не может, чтобы вы себя хотя бы на капельку не считали человеком необыкновенным и говорящим на мое слово. Не так, с вашим пониманием? Почему может быть? А коль так, то почему вы сами решили перешагнуть через эту черту? Ну, например, убить и ограбить. Если бы я и перешагнул, то точно бы вам не сказал. Позвольте заметить, что магнитами Наполеона себя не считают. Уж не Наполеон, не будущий. Наша Алена Ивановна на прошлой неделе топором. А вы уже уходите? Подождите. Очень рад знакомству. А насчет вашей просьбы, не имейте сомнения, я об этом позабочусь. Вы как один из последних и бывших, могли бы нам сказать что-нибудь? Вы хотите меня официально спрашивать? Нет, к этому нет никакого нужды. О, нет, подожди. Ты мне нужна. Поэтому я к тебе пришел. Разве ты не тоже сделала? Ты тоже приступила. Смогла приступить. Разве ты не тоже сделала, да? Я пришел это смысл. Убивать? Убивать-то право имеете. Если так тут, когда я пришел, я тебе куда-нибудь расскажу своим
Я страшилку убил. Себя убил на страшилку. И раз он себя убил. Встань. Это не сейчас совершенно минуты. Встань и не поклонись Отцу сначала землю, которую ты скажи, а потом поклонись Ему сверху, на все 4 стороны. Возьми, вместе страдать будем, вместе и крепкимся. Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит город. Один из административных центров России. В городе крепости Острог. В Остроге уже 9 месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда район Раскольников. Со дня поступления его прошло почти 1,5 года. Рядом Соня. Но тут уж начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. В ролях народ, учащийся 10 класса. Порфирий Петрович, Михаил Вадим, Разумихин, Никита Поисеев, Заметов, Ярослав Фатимов, Соня Мармеладова, Виталина Слепцова, Раскольников, Дюнский Владислав. Он сагылас коллективе гармактана быт,